Позади 3 игровых дня, десятки голов и несколько встреч. Футбольный турнир продолжается. Сборная команды Узбекистана в упорных матчах уже добилась первой победы на турнире, победив Сибирский федеральный округ. В этот раз под раскатку попались футболисты из Дальнего Востока. В первых 10 минутах игры футболисты Узбекистана забивают первый гол в ворота противников. ДФО же ответил на это одним результативным ударом. Сборная Узбекистана усиливает натиск ворот соперника, вынудив их часто нарушать правила. В итоге ДФО набрали 6 фолов. И это не грубая игра, просто есть некоторые нарушения со стороны игроков сборной Дальнего Востока. А так, в общем, нормальная, хорошая игра. Во втором тайме сборная Дальнего Востока забивает гол в ворота соперника. Ответ приходит почти сразу. Гол за голом забивает команда Узбекистана. Они обеспечивают себе преимущество. К этому турниру они начали подготовку заранее. Как известно, лучшая тренировка – это соревнования. Футболисты провели сборы не только в своей республике, но и приняли участие в выездных турнирах. Все соперники здесь достаточно высоком уровне играют. Мы сильно готовились к этому турниру. Уровень футзала в Якутии очень высок. Мы делали разыгровки углового. Тренер нам все показал, как делаем, куда кто двигается, все знали. И потом мы сделали, он мне дал пас, я в девятку положил. И потом было очень круто, у меня были такие очень хорошие эмоции от этой игры. Сборная Дальнего Востока также начала подготовку к играм заранее. За их плечами участие в ЮФЛ Дальнего Востока. Футболисты и игроки большого футбола почти сразу они прилетели в Якутию принять участие в играх «Дети Азии». Подготовки не хватило, признаются спортсмены. Хорошая была игра, открытая, с двух сторон контратаки. Много не забили, к сожалению. Не обязательные голы там в конце первого тайма, при счете 3-2. Во втором вышли, вроде опять начали догонять, в итоге получили опять концовки. Третий гол я точно помню, там, то есть у нас есть определенная схема, но она не прошла. Гол был, но не такой, как мы хотели, это понятно. И первый тоже, второй разыграли. Противники, конечно же, сильные, но мы свои моменты просто не забивали. Мы моментов 6, наверное, не забили и 4 штанги. Футбольный турнир продолжается. Впереди еще несколько туров. По их итогам определятся 2 команды, которые будут оспаривать главный трофей футзального турнира. В городе Якутске 30-градусная жара, и, как правило, в такую погоду советую держаться близ водоемов, что мы и сделали. Находимся мы в бассейне Чолбон, но расслабляться здесь не приходится ни нам, ни болельщикам, ни судьям, ни спортсменам, ведь для них идут главные гонки за медали. Соревновательный день в эстафетном плавании для спортсменки из Беларуси завершился 2-м местом. В личной дистанции повезло меньше. Спортсменка заметно расстроилась, но виду, как истинный боец, не подает. Не очень довольна своим результатом. Какой результат? 4-е, результат не хочу называть. Надеюсь, в следующем году будет. Ты расстроилась, я так понимаю. Немного, да. Просто нужно побольше постараться, побольше потренироваться, и все получится. Что помешало, как ты думаешь? Несобранность, наверное. Больше нужно настроиться получше. По итогам 2 дней по неофициальному зачету лидировала команда города Москвы. 2-е и 3-е места делили представители Королевства Таиланд и Уральский федеральный округ. Но уже на 3-й соревновательный день медальный зачет стремительно меняется. То ли еще будет. Поменялся лидер. На 1-м месте сейчас уже в лидерах в медальном зачете неофициальном Уральский федеральный округ. На 2-м месте команда города Москвы. И замыкает тройку команда Королевства Таиланд. Но у нас еще впереди 200 метров комплексное плавание. И очень интересная комбинированная эстафета 4 по 100. Юноши и девушки раздельно. Поэтому все может быть, что
медальный зачет по окончанию еще раз поменяет. Внук Натальи Торопкиной Богдан за эти игры взял целых 3 бронзы. И это еще не предел. С такой-то группой поддержки. Настроение отличное. Приехали с Камчатки. Я Торопкина Наталья Викторовна. Болею за своего внука Торопкина Богдан Михайлович. Занимается он 8 лет уже водными видами спорта. На этих играх у него 3 бронзы. Мы очень довольны и рады вашему радушию. Среди толпы болельщиков заметно выделяются именитые спортсмены. Паралимпиец, чемпионка мира и Европы Анастасия Диадорова внимательно следит за юными пловцами и поддерживает каждого. Я думаю, что организация соревнований очень на высоком уровне. Видите, как ребята болеют друг за друга. Это очень важно и классно, чтобы уже с раннего возраста спортсмены могли прочувствовать, что такое международные соревнования. Я думаю, для них это огромный шаг именно к профессиональной карьере. А в целом у ребят очень хороший уровень. Для своего возраста они хорошо плавают. И в принципе, мне кажется, что классный состав приехал. И в этом плане, я думаю, что они еще не раз друг с другом встретятся. Поэтому здорово, что они здесь могут познакомиться. Насыщенная программа в эти дни у чемпиона мира Данила Маркова. Мастер-класс, открытый урок, а кто-то из юных чемпионов получит из его рук свои первые медали. Как 8 лет назад спортсмен получал их сам на 6-х играх «Дети Азии». Ну, интересно посмотреть, как за 8 лет ребята стали плыть быстрее или медленнее. Впечатление хорошее, атмосфера дружная. Встретил знакомых тренеров со своего округа, поэтому все классно. Удивлен, что команда Азербайджана, мальчик очень неплохо 400 метров проплыл. Для меня лично было удивительно. Не знал, что у них ребята так быстро плавают. Всего между юными пловцами, юношами 15-16 лет и девушками 13-14 лет разыграно 34 комплекта наград. Катерина Винокурова, Виктор Олесов. Среди юношей первыми встречаются команды Республики Кыргызстан и государства Палестина. Волейболисты из Кыргызстана с самого начала занимают лидирующую позицию. В результате счет 3-0. Здесь мне очень понравилась игра Ташкента, Узбекистана. Они играли вчера против нас. Все рослые, сильные парни. Вот. Вчера, к сожалению, проиграли 3-0, но шансы еще есть. Завтра покажем у нас. В волейбольный турнир для юношей и девушек возрастной категории до 17 лет вошли 6 национальных сборных из разных стран и республик и 7 команд представителей России. Ну, претенденты, наверное, традиционные среди детских команд. Это Сибирский округ, Уральский округ, это Беларусь. Но не буду Казахстан с счетов снимать. Все участники демонстрируют высокий уровень подготовки, хорошую физическую, техническую и психологическую подготовку. Игра в волейбол занимает второе место по популярности в мире после футбола. В него играет около 1 миллиарда человек, а это около 15% населения. То есть каждый 10-й житель планеты – волейболист. После смены команд на поле спортсмены из Узбекистана и представители Сибирского федерального округа. Согласно положению, в следующий раунд полуфинал из групп выйдут 2 сильнейшие команды, которые наберут наибольшее количество очков. Ирина Жданова, Георгий Григорьев. До финала игр «Дети Азии» по вольной борьбе среди юношей дошли по-настоящему достойные борцы. В том, что это был результат упорных тренировок, стойкости духа и стального характера, не было сомнений. Практически каждая схватка сопровождалась слезами. У кого-то от радости, у кого-то от горечи поражения.
Очень эмоционально происходят эти встречи. Непривычно, что у детей столько эмоций, какие-то моменты. Очень красочная, интересная борьба. Обладателем первой золотой медали финала по вольной борьбе стал Кирилл Кондрашов из Сибирского федерального округа. Его соперником выступил азербайджанец Гусейн Рзазаде. Сибиряк с первой же минуты схватки взял инициативу в свои руки. Кондрашов оказался весьма хватким парнем. Финальную встречу он победил, уложив своего соперника на лопатки. Чистая и безоговорочная победа сибиряка. Мне в конце плохо. Как постарался как можно быстрее положить. Тренер сказал, не надо долго бороться, надо побыстрее положить. Если я бедрануть хотела, он упал, я его на лягушку положил. Еще одну зрелищную борьбу показали представители Кыргызстана и Узбекистана в весовой категории до 41 килограмма. На второй минуте схватки борец из Кыргызстана сделал прием, который принес ему заветные лидирующие очки. Но тут секунданты узбекского борца не согласились и бросили челлендж. В итоге им удалось оспорить решение судей, и счет финальной схватки сравнялся. Борьба за золотую медаль оказалась настолько жесткой, что борец из Узбекистана получил травму, но это не помешало ему обратить схватку в свою пользу. Еще одно золото игр «Дети Азии» ушло в команду Узбекистана. Ну, травма не помешала, все благополучно завершилось, как я думал. Ну, тренера сказали, что ты должен бороться до конца, потому что это золото для Узбекистана очень важно, поэтому он и до конца терпел. По результатам финальных схваток по вольной борьбе среди юношей в лидеры выбилась команда Узбекистана. Вторую строчку заняла команда Кореи и на третьей позиции Кыргызстан. Роман Савинов, Станислав Потапов. Невероятные накаты справа, точные удары по углам, целостность движений продемонстрировала спортсменка из Сирии Заза Хэн. В одиночном разряде за право биться в финале она вырвала 3 очка у Софии Брегиной из сборной Уральского федерального округа. Сейчас Хэн Заза, она пошла на финал, будет играть с русской девушкой. Мы надеемся, чтобы получать золотую медаль. Заза Хэн начала заниматься настольным теннисом, когда ей было 7 лет. Долгий усердный труд и, несомненно, талант открыли ей двери на игры «Дети Азии». В финале она встретилась с Екатериной Храмовой из сборной Москвы и со счетом 4-1 выиграла золотую медаль. Матч был действительно очень трудным, но я выиграла. За право биться в финале я много трудилась. Я действительно очень хотела выиграть и направила все усилия. Спортсменки из России достойные и очень сильные соперники. Победа приходит только через колоссальный труд и упорство. Третье место также поделили спортсменки России Софья Брегина из Екатеринбурга и Мария Дашатова, Москва. Отличную физическую подготовку и высокоразвитый интеллект продемонстрировали юные мастера по настольному теннису. Зал скандирует, идет напряженная борьба за медаль. В одиночном разряде юношей Изот Кирвашапкин из команды Москвы и Игорь Гордин из Уральского федерального округа счет вели на равных. Игорь с отрывом в 3 очка отвоевал право биться за золото. Было сложно, шли на равных всю игру. Там в конце я чуть-чуть расслабился как-то, пошло, не знаю, начал предпринимать какие-то меры. Москва сильная приехала, там первые 2 номера, Романовский, Кривошапкин, вот Кривошапкина выиграл, 1 номер. Сейчас финал с Романовским, 2 номер соревнований. А в финале проиграл Павлу Романовскому из сборной команды Москвы со счетом 4-2.
парных соревнованиях золото среди юношей в составе сборной Москвы завоевали якутянин Изот Кирвашапкин и москвич Павел Романовский. У Изота также бронзовая медаль в одиночном разряде. Среди девушек Мария Селивонец и Варвара Зайцева, Беларусь. В этом году по настольному теннису соревновались 14 команд из регионов России и стран Азии. Китайская Народная Республика считается сильнейшей в мире по настольному теннису, но в этом году у них было заявлено всего 2 спортсмена. К сожалению, они не вышли в финал. Добро пожаловать в Якутию. Спасибо. Вы первый раз в Якутии? Да, я в первый раз в России, в Якутске. Какие впечатления, эмоции испытываете? Чувствую себя хорошо. Люди здесь очень теплые, дружелюбные. Мне нравится быть здесь. А во сколько лет вы начали заниматься настольным теннисом? Начала в 11. В Китае большинство любит этот вид спорта и занимается им. Правда ли? О, да, этот вид спорта является очень популярным в Китае. После этих соревнований будете ли вы еще усерднее заниматься? Соревнования очень помогли мне понять мои собственные ошибки. Я буду работать над этим. Горечь поражения и радость победы. Эти соревнования оставят яркие впечатления у любителей данного вида спорта и, конечно же, у участников, юных мастеров. Дарья Барашкова, Иван Сорокоумов.